В соответствии с договоренностями между правительством Абхазии и Международным комитетом Красного Креста с июля 2013 года начат поиск мест захоронений и идентификация останков пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии. И вот идентифицированы еще одни останки из этого списка. Чтобы найти место захоронения Дмитрия Чепинца, проделана огромная работа. Комиссии по пропавшим без вести при Кабинете министров Абхазии после длительных переговоров с грузинской стороной при посредничестве МККК в 2016 году удалось организовать поиск места захоронения и эксгумацию останков Дмитрия Чепинца на территории Грузии. Сегодня семью героя Абхазии принял президент Рауль Хаджимба. На встрече также присутствовали вице-президент Виталий Габния, советник президента Владимир Зантария и замминистра иностранных дел Олег Аршба, который лично принимал участие в поисках останков Дмитрия. На встречу с президентом семья Чепинца пришла в полном составе. Вдова героя Елена, дочь и зять, внуки, сестра и племянники. Президент поблагодарил членов семьи Дмитрия Чепинца за терпение и доверие. Дмитрия я знал лично. Мы были вместе на Восточном фронте. К сожалению, так сложилась судьба Дмитрия, защищая ребят, дав возможность отойти ребятам, он сам погиб. Мы гордимся, что у нас были и остаются друзья, которым не безразлична судьба этой маленькой страны. Человек жив, пока жива память о нем. Имя героя Абхазии Дмитрия Чепинца навеки вписано в историю нашей страны, отметил вице-президент Виталий Габния. Все, кто говорят за Дмитрия Эдуардовича, это был офицер, который закончил Донецкое военное училище и на голову был профессионально подготовлен, и ребята на него из однополчан ориентировались. Его не забудут здесь ни в какие времена. Елена Чепинец поблагодарила руководство страны за внимание и поддержку, которые им оказываются и по сей день. Рауль Хаджимба заверил семью добровольца, что и дальше руководство страны будет поддерживать и помогать родным Дмитрия Чепинца. Президент преподнес членам семьи героя памятные подарки. Дмитрий Чепинец, герой Абхазии, родился в Белоруссии, но сердцем и душой принадлежал нашей абхазской земле. Он приехал в Абхазию в феврале 1993 года и сразу же принял участие в мартовском наступлении. В мае он уже на Восточном фронте, совершает рискованные вылазки в стан врагов, добывает ценные сведения. В июне 1993 года в составе разведывательно-диверсионной группы под командованием Алика Мибония отправился на задание, с которого не вернулся. А вот сюда нас учил. Мы столько года знали, как их вести, как диверсионные работы вести, как вести подрывные. Мы столько не знали, он нас больше учил. Вот последний бой нам дали задание. Вот и большое высокогородная линия надо было уничтожить. Она только шел в Грузию, так было, такое задание было поставлено. Мы должны были столб взорвать, чтобы энергии не питались они. Дмитрий Чепинец был хорошим товарищем и настоящим профессионалом, вспоминает кавалер ордена Леона Илья Гамисония, на тот период начальник штаба Тхорчалского полка. То, что он был специалист хороший, это безусловно. Он был интересный человек, хороший друг, товарищ. Вот здесь стоят его боевые друзья, которые, в общем-то, с ним даже были в последнем бою. О нем только хорошее мнение у всех. Человек, значит, очень патриотично относящийся вот к нашим событиям. Человек неравнодушный. И вот событие, которое ждало своего часа 24 года. Здесь все, родные и близкие. Президент свободной страны, за которую отдал жизнь Дмитрий Чепинец. Боевые товарищи, матери погибших. Во время Отечественной войны народа Абхазии наш народ не был одинок. Рядом были такие патриоты, как Дмитрий Чепинец, отмечали выступавшие на митинге. Отголоски грузинской вооруженной агрессии вновь и вновь будоражат сердца наших граждан. По истечении стольких лет мы провожаем последний путь героев Абхазии, навсегда связавших с ней свою судьбу. Тяжелые дни, когда на мирную и свободолюбивую Абхазскую республику обрушилась беда, мы не были одиноки. Сотни добровольцев, прибывавшие к нам по зову крови и долгу чести, вливались в ряды защитников нашей Родины. Боевые товарищи Дмитрия вспоминали, что он был настоящим офицером и специалистом своего дела. Его знания и опыт имели для них большое значение. Боль утраты не имеет срока давности. Супруга Дмитрия, Елена, не может сдержать слез. Спасибо правительству, всем, кто принимал участие в поисках Димы. Мы ждали этого 24 года. Всем благодарны. Нам большая помощь поступает до сих пор
от Абхазии. Слава благодарности и молитва за Абхазию будет всегда. В те недолгие месяцы, когда Дмитрий воевал на фронтах Отечественной войны народа Абхазии, он не расставался с фотографией единственной дочери, на обороте которой было написано своего рода завещание: если он погибнет, похоронить его в освобожденном Сухуми. И вот спустя 24 года завещание Дмитрия Чепенца исполнено. Покойся с миром, герой.